Сегодня воскресенье и самое время подвести итоги уходящей недели. В студии Татьяна Донцова. И вначале коротко о главном. Рынок жилья в Хакасии замер. Цены на недвижимость взлетели до небывалых значений. Ипотеку брать никто не хочет. Когда, по мнению экспертов, ждать улучшений? Жарить шашлыки снова можно, но не в Абакане. Особый противопожарный режим в столице все еще действует. Между тем, на пострадавшие дачные участки на горе Самохвал постепенно возвращается жизнь. Обращение к духам. Специальный обряд в поддержку наших бойцов на Украине провели хакасские шаманы. В таком составе они не собирались давно. 11-классники вышли на итоговую аттестацию. В школах отзвенели последние звонки. Выпускник из Саяногорска Александр Серпионов, первый в Хакасии, доказал, что знания можно получать даже когда возможности ограничены. Сегодня в Ширинском районе выборы главы. Голосование проводится досрочно, потому как прежний руководитель муниципалитета был снят с должности по решению Верховного суда Хакасии. Кандидатов 9, из них 5 самовыдвиженцы, остальные 4 кандидаты от разных партий. Для победы претендентам достаточно набрать простое большинство голосов избирателей. Досрочно покинул свой пост и глава Саяногорска. Уйти Михаил Валов решил сам, и об этом заявил в пятницу на утреннем совещании. Официальной причиной назвал состояние здоровья. Михаил Валов занимает кресло мэра с 2018 года. Нового градоначальника в городе Металлургов, скорее всего, будут выбирать в единый день голосования 11 сентября. За 4 года работы мне не стыдно, абсолютно. И уверен, что результат, проделанный за 4 года, он хороший. А почему просто раньше срока ушел? Не потому, что я не справился. Я так считаю, что я ухожу просто потому, что на самом деле для меня здоровье и состояние моей семьи важнее немножко казалось, чем эта работа. Я понимаю, что многие жители могут подумать, что я испугался, струсил или поддался каким-то факторам внешним. На самом деле я буду своим делом, своей работой в городе здесь доказывать обратное, потому что на самом деле мне скрывать нечего. Я как жил в городе, так и остаюсь жить. В республике завершилось действие особого противопожарного режима. Везде, кроме Абакана. Жарить шашлыки в черте города в эти выходные еще нельзя. Каждый муниципалитет имеет право самостоятельно вводить особый противопожарный режим, поэтому Абакан первым ввел его 31 марта и завершает последним завтра, 30 мая. В этом году ситуация в республике, пожалуй, самая сложная, чего только стоил один пожар на Самохвале. Это происшествие сотни дачников запомнят надолго. О том, как идет восстановление садовых обществ, узнала Мария Добрынина. От 8 соток плодового сада и дачного домика остались только железные столбы. Хозяин выкорчевывает их, чтобы перевести на новый участок в Тепличном. Здесь оставаться нет никакого желания. Когда-то хотели поставить дом, растили деревья. Каждое лето проводили здесь с семьей. Хотя бы увезти, хоть что-то забрать отсюда. Я говорю, бак стоял, хотел бак забрать. Он был забетонированный. Его просто, видимо, подъехали на воровайке и просто его в наглую выдернули оттуда. Жена выставляла даже за 15 тысяч. Не нужен он никому сейчас, вообще не нужен. Здесь просто, сами видите, побросали все, люди просто бросают и уезжают. Верхние улицы Садового товарищества действительно выглядят непривычно пусто, хотя в это время года жизнь здесь кипит. И все же большинство дачников, которые держали огороды десятилетиями, не представляют, как будут без них обходиться. Галина Ивановна и Лидия Николаевна едва сами не пострадали при пожаре. Лейками тушили огонь, пока их не вывели спасатели. Слышу, уже шифер трещит. И потом как пошел, и ветер сразу же. Вот как специально. И ветер, и вот так вот все. И вот здесь дом горел, и как кинулось сюда. Вы прям в этот момент здесь, да, на мы даче, здесь, да? Нас за шиворот отсюда. Но посадили все? Посадила все. Сегодня уже лучок рыхнила. Ну, думаю, как-нибудь, но забор тут убрать надо все. Раз уже вывезли, мне ставили этот контейнер, увезли полный. Мужчину нанимала, он мне закидал полный этого горелого всего. Сегодня на Самохвале практически полностью восстановлено электроснабжение. Есть вода, трубопровод хоть и временный, но он работает. Как и обещала администрация Абакана, погорельцам обеспечили вывоз мусора. Утилизировано уже более 300 кубометров. На нескольких улицах появились дополнительные контейнеры. На помощь пришли и волонтеры от ОНФ. Молодежь работает по заявкам, в основном от пожилых людей. Помогают разбирать сгоревшие постройки, спиливают деревья и выносят хлам с участков. Спасибо огромное за вашу помощь, за ваш труд. Восстановили забор полностью, пролеты все упали, сгорели.
положили лаги, прибили доски, поставили пролеты, закрепили надежно. Я думаю, Наталья Владимировна будет довольна. Обратиться за помощью к волонтерам погорельцы могут и сейчас. Напомним, всего на Самохвале сгорело около 900 участков. Пострадали 2 дачных общества «Южное» и «Строитель». Из огромного количества летних домиков зарегистрированными, как жилые строения, оказались всего 8. Однако прописаны там хозяева не были. Сейчас специальная комиссия ищет возможность оказать им хотя бы минимальную денежную помощь. В соответствии с действующим законодательством жителям нужно будет доказать, что они там постоянно проживали. Что будет достаточно непросто, но мы, как комиссия, администрации, все материалы уже подготовили. Сейчас мы готовим соответствующее заключение и будем направлять в правительство республики для рассмотрения вопроса по выплатам. Пожар на Самохвале еще раз показал, насколько остро в Хакасии стоит проблема регистрации своего имущества. Около 230 тысяч дачных участков и домиков не оформлены в собственность. Это освобождает от налогов, но также лишает права на помощь государства в случае несчастья. Мария Добрынина, Антон Новожилов, Вести Хакасия. В республике резко сократились объемы ипотечного кредитования. Одна из главных причин – удорожание жилищных кредитов и общая нестабильность экономики. В итоге самый крупный рынок жилья в Абакане замер. Может ли это повлиять на стоимость квадратного метра и когда оживут продажи, выясняла Марина Канадакова. Как история страны разделилась на до и после 24 февраля, так и показатели рынка резко сменили свой курс. С рекордным повышением ставки Центробанка подорожали банковские кредиты и ипотека. После решения государства проценты несколько снижены, но не настолько, чтобы заинтересовать потребителя. Колебания рынка заметны по количеству сделок. Так, если в марте Росреестр зарегистрировал 92 заявления, то уже в апреле их было в 4 раза меньше, а в мае всего 9. Причем ипотека оформлялась по заявкам, которые были одобрены еще до повышения ключевой ставки. И вот какова динамика удорожания кредитов. Рыночная ипотека составляет от 13,5% до 20% годовых. Еще в прошлом году нижний порог был меньше в среднем на 5 пунктов. Дороже стали и кредиты с господдержкой. В марте ставка по ним выросла до 12%. С 1 мая она снижена до 8,7%. До начала спецоперации льготная ипотека была 6,5%. Казалось бы, разница с сегодняшней ставкой небольшая, но падение спроса колоссально. По данным Союза риэлторов, в апреле покупка жилья снизилась на треть. Специалисты уверены, дело не только в общей нестабильности. Цена квадратного метра в столице Хакасии просто неподъемна. В новостройках она составляет от 80 до 100 тысяч рублей. Поражает стоимость и вторичного жилья. В хорошем районе улучшенная двухкомнатная 3,5-4 миллиона, трехкомнатная до 5 миллионов рублей. Вкупе с подорожавшей ипотекой покупка жилья для многих недоступна. Люди же остались на прежнем уровне заработной платы. И нет такой возможности, чтобы взять, например, 5 миллионов и ежемесячно платить 60 тысяч. Поэтому и цены на недвижимость, они все равно будут падать. По сравнению с первой половиной апреля, на конец мая 10% цена упала. Опрошенные нами застройщики не видят перегрева цены и ссылаются на реалии рынка. На стоимость жилья повлиял не только переход на проектное финансирование с эскроу-счетами и ажиотажный спрос последних 2 лет, обусловленный в том числе дешевой ипотекой, но и значительное удорожание стройматериалов и, что немаловажно, растущий дефицит земли в Абакане, из-за чего стоимость аренды участков под строительство в некоторых случаях просто заоблачная. А еще любой бизнес учитывает риски, которые всегда возможны и которые всегда перекладываются на покупателя. В МК Групп готовится приступить к строительству 2 объектов, цена которых будет уже 90 тысяч за квадрат. Здесь рассчитывают, что снижение ставки по льготной ипотеке с 1 мая и другие меры государства обязательно дадут свои плоды. Мы оцениваем все риски, мы понимаем, что они однозначно будут, но мы полагаем, что они не будут критичными. То есть почему мы в них и заходим? Конечно, мы будем немножко осмотрительны, мы понимаем, что, наверное, так быстро реализовываться не будет, поэтому надеюсь, что определенная стабильность, если она будет, то позволит отрасли, скажем так, под откос не уйти. Игроки рынка уверены, спрос должен восстановиться к осени, но при этом признают, он будет уже меньше того, что было в начале года. Это означает и падение всего рынка, что особенно удручает на фоне прошлогоднего достижения. Тогда Хакасия вошла в десятку лидеров России по объемам жилищного строительства, а общее количество выданной ипотеки выросло на треть. Марина Канадакова, Игорь Брюханов, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Какие сферы экономики надо поддерживать и над чем сейчас работают власти? Эти и другие вопросы мой коллега Александр Дьяконов задал депутату Государственной Думы от Хакасии Сергею Соколу. Далее рубрика «Интервью».
Приближается лето и конец мая. Это традиционно уже время каникул. И для детей это радостный период жизни, а для руководителей посложнее. Я знаю, что вот вы участвуете тоже в программе капремонтов. Да, действительно, это будет горячая пора для наших руководителей. Надо готовить школы к новому учебному году. Но не просто готовить, а некоторые школы у нас будут капитально отремонтированы. У нас по программе партии «Единая Россия», которую поддержал президент, по капремонту школ, будет отремонтированы 10 школ в Хакасии. Всего по стране это будет 7 тысяч. И у нас в этом году выделено 150 миллионов на на капитальный ремонт 5 школ в Орджоникидзевском, Ширинском, Аскиском, в Алтайском районе, в Таштыбском районе. Это сельские школы, и в Сорске одна городская школа. Предусмотрено не просто капремонт, но и оснащение оборудованием, новым оборудованием. Мы встречались с преподавательским составом, с родительским комитетом, с родителями, со школьниками разговаривали, чтобы понять, как они хотят, чтобы это все было отремонтировано. Это требуется. И все будет сделано в соответствии с тем, как будет ребятам удобно. Ну и самое главное, что мы сможем обеспечить лучшие условия для сельских школьников, чтобы они учились наравне с теми возможностями, которые сейчас есть во многих городских школах. Страна и Хакасия в целом живет в условиях санкций и импортозамещения как некий старт, может быть, для некоторых предпринимателей, которые занимаются бизнесом. Есть ли в Хакасии такие направления, как вы считаете, где можно усилить работу? Ну, действительно, сейчас ведется очень большая работа на федеральном уровне по принятию антисанкционных мер. У нас экономика мобилизуется, и это, собственно, то, что нам надо сделать и здесь, в Хакасии, использовать эти возможности, которые сейчас предоставляются регионам. И, в общем, есть такие даже решения, которых сложно было бы себе даже представить, что они будут, и их обязательно надо реализовать, потому что, скорее всего, когда ситуация нормализуется, эти возможности опять уйдут. Поэтому я имею в виду поддержку бизнеса разных отраслей, и это важно использовать. Ну, а если говорить об экономике республики, тут есть, как минимум 3 сферы, в которых можно было бы очень серьезно поправить положение. Во-первых, это сельское хозяйство. Те льготы, которые сейчас в соответствии с последними решениями правительства предоставляются нашим аграриям, они обязательно должны быть реализованы. А для нас сельское хозяйство – это фактически точка роста. У нас фактически 13% продукции, сельскохозяйственной продукции по стране дают КФХ, и примерно сопоставимая цифра у нас. Я бы считал, что ее надо увеличивать, и все возможности для этого есть. Сергей Михайлович, известно, что вы также принимаете участие в работе по вопросам, связанным с аэропортом. Даже было проведено уже несколько встреч. Расскажете? Наш аэропорт требует очень серьезных инвестиций для того, чтобы мы могли использовать аэропорт как инфраструктурный объект для развития в целом экономики. Это может быть не только туризм и пассажиропоток, это может быть еще и логистический терминал, грузовой. И такие тоже есть проекты, их надо обязательно реализовывать. Но вот мы можем прийти к тому, что у нас в конце года возникнут серьезные проблемы в принципе со взлетом, посадкой, и нам там, не дай бог, придется ездить там, в Красноярск или, не дай бог, в Кызыл вообще. Да, поэтому вот очень важно именно сейчас этот вопрос решить, а решить его надо через привлечение инвестиций. И давайте затронем еще один вопрос. Это перевод частного сектора на электроотопление. Он такой серьезный вопрос, и, насколько я знаю, 7 мая Михаил Мишустин подписал постановление в рамках программы «Чистый воздух». Вот расскажите немного об этом. Мы уже и с красноярским правительством обсуждали этот вопрос неоднократно. Мы должны вместе с Минусинском заниматься наведением порядка в экологии. Минусинск уже вошел в «Чистый город», в программу. Мы пока не вошли, но делаем все для того, чтобы все-таки туда попасть. Абакан и Черногорск. И вот это решение, о котором вы сказали, которое принял премьер, для нас крайне важно. Почему? У нас есть возможность здесь решить экологический вопрос, перейдя на электроотопление, как одна из форм, может быть, комбинированная, может быть, единственная, которая
которая у нас здесь будет такая возможность. Но это невозможно сделать без модернизации и строительства новых электросетей. И то решение, которое принял Мишустин, позволяет нам инвестировать те деньги, которые мы сможем получить по этой программе, именно в решение этой проблемы. Поэтому для нас это хорошая возможность, нам самое главное ее реализовать, ну и будем совместно работать с правительством республики, с Совете Федерации и в Госдуме. Сергей Михайлович, спасибо, что пришли. Вам тоже плодотворного лета и хорошей работы. Спасибо большое, Александр. Поработаем. До свидания. Продолжаем программу. Телефонное мошенничество в Хакасии достигло небывалых размахов. Всего за несколько дней жители республики лишились 3 с лишним миллионов рублей. Чаще всего в ловушку попадают пожилые люди. Схема во всех случаях одинакова. Злоумышленники звонят на стационарный телефон, представляясь близкими родственниками, детьми или внуками. А далее рассказывают неприятную историю, в которую якобы по стечению обстоятельств впутались. Затем трубку берет другой человек и от имени представителя правоохранительных органов предлагает замять дело за вознаграждение. И перепуганные пенсионеры отдают все свои сбережения. Сотрудники полиции призывают жителей республики быть бдительными и предупредить пожилых родственников о возможных звонках, чтобы те не стали жертвами обмана. Мошенники не учитывают ни возраст пострадавшего, ни социальное положение. Один из самых вопиющих случаев – это когда 92-летняя женщина передала мошенникам 600 тысяч рублей. И таких примеров много. В итоге с 20 мая этого года уже совершено 13 фактов мошенничества, в ходе которых ущерб нанесен более 3 миллионов рублей. Вам необходимо в случае обращения мошенников срочно прекратить разговор и перезвонить своим родственникам и узнать, что на самом деле происходит. На этой неделе Хакасия вновь получила трагические вести с Украины. Сразу 2. Там погибли наши земляки: 22-летний Андрей Константинов из Алтайского района и Александр Евсюков из деревни Большой Монок Бейского района. Ему было 26 лет. Сложная политическая ситуация в мире сподвигла шаманов Хакасии объединиться и провести обряд в защиту участников спецоперации на Украине. Они просили духов земли поддержать наших бойцов и вразумить глав недружественных стран. За таинством на хребте Сахсыр наблюдали наши корреспонденты. Как только последние лучи солнца скрылись за горизонтом, Валерий Николаевич приступил к последним приготовлениям. С виду обычный местный житель, на самом деле старший шаман. Именно он бросил клич среди своих обратиться к высшим силам. Обряд провели по всем канонам. В качестве подношения духом – голова быка. Там еще кое-что заложено, я об этом говорить не буду. Кое-что есть там внутри, но сакрально. Единственное желание, чтобы ребята все вернулись живыми, здоровыми. Сложившаяся в мире ситуация сподвигла общину обратиться сразу ко всем духам хакасской земли. Жертвенный костер расположили у подножия горы Таас-Хаза. Это место сакральное для хакасов. Считается, что на священном хребте Сахсыр когда-то жили древние, а каменная возвышенность 1000 лет назад была настоящей крепостью. Обряд начался с появлением первых звезд на небосклоне, и первое, что сделали дети степей, покормили богиню огня. Просто завораживающее зрелище, а поистине уникальный даже исторический момент. Уже давно так много шаманов рода не собиралось в одном месте, а тот обряд, на котором нам разрешили присутствовать, и вовсе проводят впервые. Поэтому и нет заранее подготовленного гимна, то есть молитвы, поясняют шаманы. Песнопения приходят уже во время таинства. За последние полвека, а может и больше, шаманы впервые обращаются в том числе к духу тьмы. К нему единственная просьба – больше не забирать жизни молодых парней. Ведомые ритмичной музыкой бубнов, шаманы будто впадают в транс, как они говорят сами, держат связь с космосом. Но не только посылают просьбы Вселенной, но и пытаются заглянуть в будущее. Это уже не секрет. С древнейших времен эти люди считались и целителями, и провидцами. Потом я ушла на север, это туда, и там вот я видела много кораблей и очень много воды. Вот там в основном шло. Еще долго после обряда участники не расходились. Все увиденное нужно было сложить в единую картину. Но главное уже известно. Духи в эту ночь были благосклонны. По костру это принято, то, что вот сейчас как костер горел, вы сами видели. Все было замечательно. Просьбы приняты. Видение, имею в виду, было у наших шаманов. Все связано с водой. И ощущение того, что
Вот непонятно, север принесет успокоение. Хакасия не единственная территория, где решили помочь российской армии таким нестандартным способом. Бурятские, тувинские и якутские родовые шаманы уже провели не один священный ритуал. Но по большому счету не важно, к кому обращаются шаманы и другие жители нашей республики и страны. Главное здесь сила веры. Она действительно творит чудеса. Мария Добрынина, Арсений Симонов, Вести Хакасия. Главный документ, по которому живет Хакасия, Конституция, вновь претерпит изменения. Они связаны с новыми пунктами федерального закона о принципах публичной власти. Полностью меняется действующая система и повышается статус главы региона. Его нельзя будет отозвать с должности, как сейчас, а на своем посту он может быть более 2 сроков подряд. Кроме того, губернатор сможет вынести выговор главе района или города за плохую работу, а впоследствии и уволить. Впрочем, такие же меры к нему самому может применить и президент страны. И самое главное, губернатор встраивается в вертикаль власти и становится должностным лицом Российской Федерации. Как полагают члены экспертной группы Конституционной комиссии, в новом виде у главы региона повышается ответственность перед избирателями. Это действительно расширяет его полномочия, что дает право президента подчинять ему территориальные органы власти, федеральные, которые на территории субъекта находятся, для их координации, их деятельности на территории. Это очень большие полномочия. Этого не было 30 лет. Кстати, на этой неделе Конституция Хакасии отмечала день рождения. Главный документ был принят 25 мая 1995 года. За прошедшие 27 лет он уже несколько раз редактировался. Изменения, которые рассматриваются сейчас, уже 10-е по счету. Какие еще вопросы решали на этой неделе депутаты Верховного Совета, расскажем в рубрике «Парламентский дневник». Комитет по конституционному законодательству, один из ключевых в составе парламента, по итогам прошлогоднего мониторинга правоприменения законов пришел к выводу о том, что необходимо усовершенствовать законы, связанные с административными правонарушениями. Так, после увеличения ночного времени тишины, теперь он действует не с 11 вечера, а с 10, встал вопрос о таком же периоде еще и днем. После многократных обращений жителей Хакасии депутаты предлагают установить его с 13 до 15 часов. На это время в жилых домах запрещается проводить работы, сопровождающиеся сильным шумом. С часу до 15:00, то есть в тот период времени, когда у нас есть обеденный сон, особенно для несовершеннолетних малых детей. И в свете этого никаких строительных работ в этот период времени, особенно в новостройках, проводиться не должно будет. Поэтому, я думаю, этот момент будет не безинтересен всем молодым родителям, которые постоянно жалуются на то, что невозможно уложить своего ребенка спать тогда, когда идут вокруг строительные работы. Еще одна инициатива связана с темой бездомных животных. Парламент и правительство плотно работают в этом направлении. Уже есть порядок обращения с бродячими собаками и порядок организации деятельности приютов. Теперь комитет разработал норму о том, какое наказание полагается за нарушение данных правил. Штраф для должностных лиц составит до 5000 рублей, а для предпринимателей и юрлиц до 10 тысяч. Навести чистоту и порядок на улицах городов призвано и следующее изменение. Законодатели предлагают более четко установить, что считать нарушением благоустройства и какое наказание за это положено. Новая статья, наконец, позволит привлекать к ответственности тех, кто расклеивает объявления, афиши и другую рекламу в неположенных местах. Определить авторов не составляет труда, в объявлениях указаны телефоны. Но по действующим нормам доказать факт нарушения сложно, поэтому у муниципальных властей не было реального инструмента для борьбы с проблемой. Мы, называется, не знали, входили бы или не входили в расклейку в неположенных местах в правилах содержания этих мест самими органами местного самоуправления. Здесь же мы своим проектом закона определяем, что такое есть нарушение, и поэтому здесь уже двоякого толкования в этом нарушении быть не может. Поэтому однозначно будут накладываться административные штрафы. Задумались законодатели и о неуважении к муниципальной символике. В республике уже были случаи, когда хулиганы срывали флаги 2 районов. Такие действия депутаты предлагают считать нарушением и установить за них административный штраф. Кроме того, проект предлагает ввести ответственность за несоблюдение актов, направленных на обеспечение режима повышенной готовности. Новая статья определит полномочия местных органов власти и круг должностных лиц, которые получат право рассматривать такие дела и составлять по ним протоколы.
На этой неделе в школах Хакасии прозвенели последние звонки. Всего стены Альма-Матер в этом году покидают почти 2500 учеников, и они уже начали сдавать экзамены. В Саяногорске выходит во взрослую жизнь особенный выпускник. 11-классник Александр Серпионов все школьные годы был прикован к инвалидному креслу. Педагоги говорят, что это первый случай в Хакасии, когда ребенок с ограниченными возможностями учится в обычной школе, в обычном классе и по обычному расписанию. О том, чего стоят знания, Константин Кравцов. Родителей Саши Серпионова директор школы не вызывал никогда. Они и так каждый день с ребенком. Но сегодня случай особый. Последний звонок. Лента выпускника на месте и вперед. Мальчик с детства прикован к инвалидному креслу. Диагноз – спинально-мышечная атрофия. И в данном случае понятие «тянуться к знаниям» приобретает особый смысл. Учились на первом этаже до 4-го, а потом пошли наверх. И до 3-го этажа? Бывает с 3-го на 2-й, со 2-го на 3-й. Ну ничего. А главное отучились? Да, отучились. Этот мужчина, Михаил Владимирович, личный помощник Саши в пути к знаниям. Это его специальная должность. Первая школа Саяногорска – пример инклюзивного образования, когда совершенно обычное учреждение создает условия для особенных детей. Уроки с классом 11 лет, от звонка до звонка, оценки только 4,5. И кажется, он теперь не такой уж и особенный, выпускник как выпускник. Ты можешь подойти, попросить помощи у любого, узнать его чувства, эмоции, посмотреть в глаза. Не нужно бояться. Если хочешь чего-то, нужно делать. Дома сидеть всегда можно. А в школе ты обучаешься вместе со своими одноклассниками. Вместе набираетесь опыта, делитесь впечатлениями. В школе сегодня праздник, последний звонок, и этот единственный 11 А. Первая, она получается во всех смыслах. Самая старая в городе и такой особенный ученик, первый выпускник. Примеров в Хакасии педагоги не припомнят. Знаете, вот абсолютно не отличается у нас Александр от всех остальных учеников. Он также активен, он также радуется или грустит вместе с ребятами. Очень большое спасибо хочется сказать родителям, которые в сотрудничестве с нами работают все эти годы. Пока есть силы, надо ребенку быть в обществе. И это ему очень помогло. Сейчас у него много друзей, он общительный. То есть в жизни он уже без нас не пропадет. На торжественной линейке много гостей. Родители, близкие и представители власти. Депутат Верховного Совета Виталий Анисимов, как никто, знает, что сегодня чувствует выпускник Саша. Яркий лоббист доступной среды сам каждый день преодолевает трудности. Радует, что наверху о проблемах знают, осталось знание применить на деле. У нас именно на бумаге дети защищены в полном объеме. И гарантируется государством и обучение, и дальнейшее, и свободное передвижение по территории школы и вне ее. Тут дело только в финансировании. Я думаю, что вот недостаточно только финансирования. Впрочем, празднику быть и Саша Серпионов в центре. Ну а впереди экзамены, выпускные и вступительные. Он уже твердо решил получать высшее образование. Осталось определиться. Либо юрист, либо журналист. А сила воли и родители в помощь. Константин Кравцов, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Сотрудники заповедника Хакасский вновь побывали в гостях у Агафьи Лыковой. Это рядовой визит, но, как и все остальные, он был наполнен новостями из жизни отшельницы. В частности, Агафья Карповна рассказала, как она перезимовала в новом доме, показала пополнение в хозяйстве и попросила привезти ей средства борьбы с медведями и нового помощника. Эксклюзивные кадры в нашем следующем репортаже. Здорово живете, Агафья Карповна? Здорово. Бородой-то не признала меня. Пусть не пирожками, но всегда с улыбкой встречает эта бабушка. Чтобы навестить знаменитую отшельницу Агафью Лыкову, инспекторы заповедника Хакасский 2 суток провели в пути по суровым таежным рекам. Поездка, кстати, очень увлекательная была, интересная в части наличия животных. Вот мы пока добирались, всех почти копытных, за исключением кабана, видели прям переплывающими, проходящими дорогу. И косуля, и моралы, и лоси. Поэтому, да, черный аист. Вот такой территория заповедника. Конечно, Агафья Карповна отшельница, но совсем не одинока. Вон какое хозяйство. Выводок кур, целое семейство из 5 коз. И что, 2 месяца она вот так лежит? Лежит, ползает.
А что-то приболело, что ли, да? Это с ногами. Главная новость зимы – пополнение в виде 2 козлят. Месячную козочку Агафья Карповна так и назвала. Красивая. Это любимица. Но где еще увидишь, чтобы в теплых объятиях, прижав голову, хозяйка напевает молитву. Беру, прислоняю, я конфету. А ведь бабушке, как она говорит, 7453 года от сотворения мира, то есть 78 лет по современному календарю. Она осталась единственной из 7 староверов Лыковых, и куда же тут без помощника? Ведь впереди посевная страда, сидеть без дела под сосной таежная бабушка не привыкла. По ее просьбе, опять же, мы завезем ей помощника на небольшое время. Это ее старый знакомый, значит, ваш коллега, журналист. Вот, но он систематически прибывает у нее для помощи ей в посадке огорода, потому что время сейчас наступает как раз именно по посадкам огорода, поскольку сейчас еще она ничего не садила. А еще отшельница попросила городских гостей привезти ей шумовые петарды, чтобы отпугивать медведя. Кстати, зимовала бабушка в новом доме, который ей построили в прошлом году. Сейчас с приходом тепла переехала жить к козам, а просторные комнаты с радостью обживают упитанные коты. Их у бабушки Агафьи аж 5. Таковы были главные новости уходящей недели. Я прощаюсь с вами до следующего воскресенья. Всего хорошего.